Салам алейкум, дорогие телезрители! В эфире Лезги Хабарар, лезгинские новости. И сегодня в программе. Более 300 работников образования Магарамхюрского района привлечены к ответственности за плохие результаты единого государственного экзамена. Анфиса Алибутаева из Магарамхюра стала победительницей 4-го межрегионального конкурса учителей родных языков Северного Кавказа. Столетний юбилей отпраздновала жительница села Карчах Гюльджавахир Караханова. А теперь об этих и других новостях подробнее. Как передает официальный сайт Сулейманстальского района, 2 июля жительнице села Карчах Сулейманстальского района Гюльджавахир Карахановой исполнилось 100 лет. С юбилеем долгожительницу поздравил глава района Нариман Абдулмуталибов. Достойный человек с достойной биографией. Так отзывается о Гюльджавахир Баде все, кто знает ее. Гюльджавахир Асланбековна всегда была человеком с активной жизненной позицией. Совсем юной девчонкой пошла работать в колхоз, трудилась в совхозе. Ее трудовой стаж превышает более полувека. Также она активно участвовала в общественной жизни села, района, удостоена звания «Ветеран труда». Вместе со своим супругом Гюльджавахир Баде воспитала 6 прекрасных детей. Они также пошли по стопам своих родителей. Это такие же добрые, скромные, отзывчивые и трудолюбивые люди. Поздравить эту замечательную женщину с юбилеем пришли родственники, односельчане, знакомые и подруги, а также представители районной администрации, вручившие ей ценные подарки. В свои 100 лет юбилярша прекрасно выглядит, держится бодро, любит встречаться с родственниками и знакомыми, умеет поддерживать разговор и благодарит всех за заботу и поддержку. Как сообщили РИА Дагестан в прокуратуре республики, более 300 работников образования Магарамхюрского района привлечены к ответственности за плохие результаты единого государственного экзамена. Прокуратура района проанализировала результаты сдачи выпускниками средних образовательных учреждений единого государственного экзамена. Установлено, что более 800 выпускников по различным дисциплинам получили неудовлетворительные результаты, не сдав экзамен на проходной балл, отметили в республиканской прокуратуре. По результатам рассмотрения представления 6 сотрудников управления образования, 24 директора средних школ и более 300 учителей были привлечены к дисциплинарной ответственности. В селении Ахты уже более месяца функционирует перевозной комплекс аттракционов, передает официальный сайт Ахтынского района. Инициатором идеи выступил молодежный парламент при поддержке главы муниципалитета Османа Абдулкеримова. Отличительной особенностью парка является та неповторимая атмосфера, которая царит на его территории. Дизайн парка создает ощущение сказки, а комфортность и безопасность пребывания обеспечивают операторы. Этот день подарил детям с ограниченными возможностями радость, внимание, искренние улыбки и заботу. Ребята с радостью прокатились на всех аттракционах и остались довольны проведенным временем. Этот день подарил детям много радостных впечатлений и запомнился им надолго. 27 июня в Нальчике состоялся 4-й межрегиональный конкурс учителей родных языков Северного Кавказа «Мир моих увлечений». Победителем стала наша землячка, учитель лезгинского языка и литературы Магарамхюрской средней школы номер 1 имени Магомеда Гаджиева Анфиса Алибутаева. В конкурсе приняли участие представители Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Проходил конкурс в 3 этапа, в ходе которых участники продемонстрировали способность презентовать свою педагогическую концепцию, профессиональное владение предметом в форме мастер-класс, а также творческие способности в области литературы, хореографии, вокала. Честь проведения следующего, 5-го межрегионального конкурса учителей родных языков выпала Дагестану, так как, согласно положению об организации конкурса, местом проведения становится республика, представитель которой занял 1-е место. А сейчас наша новая постоянная рубрика «Лезги Джалал» на лезгинском языке. Қорах райондес қутқани водис тамам хана. Қорах райондес сайти гузуай малуматрив қурвал. Қайазурни цуқудлахайсан қани цудла июндес районде администрация дин дарамата свар қейд ида алтушун қуатхана. Алтушунал хурерин қилер, чикадин администрация де қолақ савабур,
Чүйрен, медицина динни, медениятин идарарин гилер, жемятин чешкилатрин викиларни, туарванва район дин ахалияр авосхана. Шнани игит қорахчилин ахалерис исвар мубараксова. Хаиму қора мискичкара умирт хозвай абасагарин идирани зухредин хзанда, цудлага аялхана. Хадас килигна да Куспара район дин администрация дин викилар, ишат хабар абасагарин хзандиз мубарак и исфенен. Аялар пара авай хзанрис күмегунин патал закондив қурвал, абаро абасагарис буду шахзор манадгана. Идирани зухреди церидлага исан қине пабғылыли аваз умирт хозу. Абаро цуда ялава, абаро чахихцин тарлана цургу дисе, ада цимек теба қалтна. Юридалайни ғучиди рукияя, адан варзни зури. Махмари хзандиз мубарак ауна, вачеб сах саламат хунух талабна. Переходим к новостям спорта. Как сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Докуспаринского района, 5 июля состоялось торжественное закрытие 3-го международного фестиваля экстремальных видов туризма «Ерыдак-2014». Организаторами фестиваля выступили Комитет по туризму, Главное управление МЧС России по Республике Дагестан и Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан. Мероприятие стартовало 30 июня у подножия горы Ерыдак, близ высокогорного села Куруш. В этом году в фестивале участвовали более 120 человек, 47 из которых впервые покорили Ерыдак. По итогам соревнований главный кубок фестиваля и диплом первой степени были вручены команде Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России. Фестиваль завершился концертной программой с участием кантоходцев, известных ашугов, представителей районного дома культуры и местных артистов. Как передает лезгиспорт.ком, 5 июля 2014 года в городе Бресте завершился чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе. В весовой категории до 57 кг уроженец Ахтов, мастер спорта международной категории Асадулла Лачинов завоевал серебряную медаль. После одержанных побед в 2 стартовых схватках турнира он проиграл в финале опытному Владиславу Андрееву. Аливердиев Надим завоевал бронзу на прошедшем Кубке мира по боевому самбо. Соревнования проходили 2-3 июля в Ялте, Республика Крым, собрав представителей многих стран. Надим выиграл 2 боя, но в полуфинале уступил опытному сопернику. В бою за 3-е место он также одержал уверенную победу. Уроженец Куруша Джавид Гамзатов, выступающий за сборную Белоруссии, завоевал 28 июня бронзовую медаль на Гран-при Германии в Дортмунде. В малом финале Джавид доказал свое преимущество германскому спортсмену Азиз Сиру, победив его со счетом 2-0. Чемпионка мира и Европы среди молодежи, лезгинская тайквандистка Фарида Азизова выиграла бронзовую медаль Гран-при Китая, сообщает лезгиспорт.ком. В весовой категории до 67 кг уроженка Кусаров в упорной схватке вступила в полуфинале сильной спортсменки из России Анастасии Барышниковой со счетом 9-4. Таким образом, Фарида стала обладательницей бронзовой медали Гран-при, проходившего в китайском городе Сучжоу. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Всего вам самого хорошего. Салам алейкум.